Год 2016, друзья, третий ежегодный фестиваль ЕКТ Гикфест. И вновь наша супергеройская команда телепрограммы «Пропеллер» приехала сюда, чтобы посмотреть, рассказать и показать, как здесь все происходит. Ну что ж, друзья, меньше слов и больше действий. Поехали! Проблем не было с входом? Ничего не обнаружено. Ничего не обнаружено, но что-то есть. Так точно. Полиция Гикфеста, да? Нет, Зверополиса. Приехали на ЕКТ Гикфест, чтобы охранять все. Вы, наверное, меня защищаете, ходите, да? Да. Скажите, да. Да. У группы Виагры что-то пошло не по плану, да? Или? Мы Астерикс и Обеликс и собачка Идейки. Все, понял. Ворона, полуарчиха. Просто... Мешает, да? Да, да. Костюм карты, да? Или? Да, костюм карты. Давайте тогда просто подвигаемся. Так двигается, что ли? Ваш герой. А, нет. Зачем вы тогда так делаете? Она даже не реагирует. Здрасте. Можно поговорить? Здрасте. Что вы убегаете? Здрасте. Заигнорила. Костюм Дукалиса или... Это Барни Колфан. Ты настоящий? Откуда идет звук? Отсюда. Отсюда? И тут вот как в бане жар просто. Какой-то определенный вот косплей у вас или вот просто мужики? Клуб исторической реконструкции позвали доспехами посвятить. И все это, как я понял, настоящее? Да? Настоящий. Дети! Уходите! В конце самое главное это обняться. Всем привет! Слава куда-то убежал, поэтому мы продолжаем наш опрос в составе программы «Пропеллер». Скажи, пожалуйста, сколько времени у тебя заняла работа над костюмом? Ну, сама работа месяц. Всего месяц, это же очень мало. Ну, пришлось успевать. Я, благо, не работаю сейчас, с утра до вечера. То есть ты уволился с работы для того, чтобы работать над костюмом? Ну, нет, я до этого еще уволился. Я вижу, ты очень тщательно работал над костюмом, ты сшил рубашку. Да, Целыми ночами сидел, просто шил, краил. Привет, как дела? Интервью с кем сейчас? Интервью с кем? Да. Где? Кристина, привет. Привет. Как у тебя дела? Как у тебя впечатления от фестиваля? Все мне нравится, но безумные часовые пояса, конечно, дают о себе знать, но я не забываю, так много людей, так классно, косплей, безумно нравится мерч. Я уже купила себе брелок во все тяжкие, вот, а потом меня одолели школьники. Ты сегодня в образе Енифер. Енифер, да. Сколько книг Ведьмака ты прочитала? Я прочитала 3 книжки. Я смотрела прохождение, практически всего Ведьмака, но книжки я осиливаю. Ну, я не осиливаю, в смысле, мне сложно читать. Нужно разбавлять. Все за раз смотреть неинтересно. Каюсь. Да, когда-нибудь я прочитаю. Давай такую ретроспективу твоих образов предыдущих. Какой тебе запомнился больше всего? Какой самый сложный? Интересный вопрос. Скорее всего, енот и кот-бегемот. Енот из Стражей Галактики, потому что это фурии. То есть их одеваешь вместе с головой. Все люди к тебе относятся как к зверьку. То есть все начинают тебя теребить. По их мнению, они тебя ласкают, а по моему мнению, они мне голову вот так вот По туда-сюда. твоему мнению, это харассмент, и это статья. Последний мой косплей Witchblade, старенький комикс, когда у меня только появился компьютер, был диск такой, называется «Комиксы», и там как раз-таки был Witchblade, я на нее дико залипала, вот именно сейчас я про нее вспомнила. Бац, я в костюме Witchblade. Правда, он, так как он латексный, в нем как бы кожа не дышит, и у меня на локтях сейчас такие мозоли, после недели назад был Игромир. Что для тебя косплей? Косплей, наверное, это больше альтер-эго. Косплей могу то, чего не могу в реальной жизни. Да, допустим, походить в каких-то крутых образах, походить в париках. Согласись, если ты пойдешь в какой-нибудь там автобус в парике, все будут бабули на тебя смотреть. Ну, если я, то, конечно. Ты меня понимаешь, ты мне нравишься. Я прям отрываюсь по вот этим вот образом. Надену все лучшее сразу. Да, не могу этими стать. То есть я пыталась быть там привлекательной. На самом деле я такая обычная хикотян, которая такая боится смотреть парням в глаза. Да, и смотрит постоянно в пол, но зато находит мелочь.
Что бы ты хотела отметить на нашем фестивале? Ламповость и публика еще не разбалована. У вас очень много годноты. Ну, как? Есть, конечно, и над чем работать, но и у нас тоже есть над чем работать. И что ты можешь пожелать, может быть, косплеерам или которые хотят попробовать себя в каком-то альтер-эго? Ну, косплееры, конечно же, слушайте только тех, кого вы уважаете, на кого вы можете уравняться. Половина людей, если бы, допустим, там Стив Джобс, Пушкин, Булгаков, да кто угодно вне косплея, допустим, если бы они слушали людей, которые говорят им что-то плохое, они бы не стали теми людьми, которыми мы их знаем. Поэтому давайте дерзайте и не позволяйте людям себя остановить и помешать вашим целям. Ну что ж, это достаточно исчерпывающе. Кристина, спасибо большое за интервью. Можно играть в викторины, можно играть в игры. Классно, здорово, весело и непринужденно. Если, например, я, депутат Государственной Думы, встречусь с тобой, что ты со мной сделаешь? Укушу и заражу. Ну, в принципе, как и в любом провинциальном городе России. Как дела? Хорошо. Персонаж из аниме «Токийский гуль» Суджуя Джуза. Но у него немного не все дома. Я вообще хотела одеться в костюм из «Аватара», но... Но в стране кризис, денег нет у всех, да? Да. Классный. Сегодня были повстанцы здесь? Я не видел их, то есть. Но если увидишь, то... То я их убью. Вот так вот. Добрый фестиваль Geekfest. Покажу вот так вот. Эпплсон. Она стерва, она убийца. Это самый отрицательный персонаж. Так-то ты. Нет. Да. Вы как вот вы как девушки отвечаете. Почему именно этот косплей? Дешево и стильно подумал. Да. Да, очень стильно. А ты у нас кто? Хищник. Что ты делаешь? Убью. Убью, да? Как вас зовут? Меня Шанель. Шанель. И ее Шанель. А, вы все Шанель? Да. Это в честь духов все. Вы флакончики. Зомби в якутском стиле ест сарданы, и он носит холодай. Косплей обычных граждан, да? Да. Самый лучший косплей. Нравится, как заливают. Значок купил. Пикачу у нас метит на корреспондента, он вот прям хватал микрофон, да, Пикачу? Нет, Пикачу. Зеленая стрела. Короче, такой мягкий Бэтмен. Мягкий Мягкий Бэтмен. Мягкий Бэтмен? Мягкий Бэтмен. Что такое мягкий Бэтмен? Ну, есть, короче, твердый Бэтмен, а есть мягкий Бэтмен. Я мягкий. То есть нежный? Не. Ну что вы сделаете со мной, если вот я вас встречу где-нибудь в темном переулке? На свидание приглашу. Мультик какой-то, фильм или это все авторское? Авторская. Я Досимы. Что делает черный лебедь? Или он просто стильный? Стильный? Black Star лебедь. Да. Золушка говорит по телефону. Вот. Белоснежка. Белоснежка. Но это девичий мультик, мне можно ошибаться. Костюм кого? BB-8. Что он делает? Пип-пип так делает, да? Это мое лицо. Здорово. Во имя добра убивает плохих людей, но это все равно убийство. Во имя добра убивает людей? Да. Почему один? У него же есть брат Джузеппе, да? Луиджи вообще-то. В этом году ты у нас кто? Слендер. Это разукрашенный Слендер или? Прямая противоположность Слендеру. Я со школы монстров. Так, Monster High, да? Monster High. Это вот вас все девочки хотят. Из игры Overwatch, Мерси, в образе Валькирии. Что она делает? Она полевой врач и подбирает павших героев в Вальгалу. А где твоя маска? Ты же не должен лицо показывать. Мне можно, да? За добро. За добро. Лесник. Кого он спасает? Ну, всех. Всех? Вот если у меня будут проблемы, меня спасет? Нет. Вот бесплатные обнимашки, они такие друзья. Сегодня можно бесплатно получить не только отличное настроение, но теплоту и любовь. Пожарная тревога.
На этот фестиваль в очередной раз приехал мой старый друг Евгений Федотов. Жека, расскажи, что ты в этом году привез? Вообще классный фестиваль, мне очень приятно участвовать здесь. Вот я был в позапрошлом году и в этом году. Анонсировали комикс «Якутия». В этом году у меня еще появилась вторая книжечка «Кошки-мышки» и новинки от Bubble. Над какими арками ты работал в последнее время? Ну, из последнего мы сделали в Иноке несколько крупных арок. Был год, как вышла серия «Время Ворона», наш глобальный кроссовер. И сейчас этот кроссовер обзавелся полноценным большим красивым изданием в твердом переплете, в увеличенном формате. Потихонечку книги расползаются по стране. Ну, ты сказал, расползаются по стране. Я знаю, что уже второй год, как издательство Bubble ездит на Комик-кон Сан-Диего. Да, есть такое. Вот мы потихонечку осваиваем не только российский, но и американский рынок. Мы делаем англоязычные переводы наших комиксов. Вот у нас была кикстартер-компания с Экслибриумом, где мы выпускали также в твердой обложке в увеличенном формате большое красочное издание именно Экслибриума. Издание было на английском языке. Тут сумасшедшее количество книжек нужно разослать в Канаду, во Францию, в Италию, в Европу, в Латинскую Америку. То есть это достаточно интересный и увлекательный процесс. Вот эта вот книжка The Art of Bubble, я знаю, что ее приурочили, да, к первой поездке. Да, это наш первый крупный сборник, где мы собрали обложки, иллюстрации, просто красивые картинки, которые рисовали наши талантливые художники. Очень разные техники, разные персонажи. Каждый, я уверен, сможет найти в этой книжечке что-нибудь интересное для себя. Тут у нас на столе лежат тетрадки основных линеек Bubble, да, у нас есть арты, есть даже... Да, настольная игра. На лицо вообще полный прогресс. Давай поговорим про твои авторские проекты. У тебя буквально на днях вышла твоя авторская третья книжка, сборник комиксов. Вышла новая книжка «Кошек-мышек». Ну, формально она вторая, по факту она третья. Это вторая сотня стрипов. Красивые обложечки, приятное издание. Оно подарочное, веселое. Очень крупный проект, который у вас совместно с Богданом вышел. Это комикс, который всем нам должен быть близок и дорог. Это комикс «Якутия». Да, «Якутия» вот наконец-то вышла в печать, наш двухтомничек. Ну как, его издали под одной обложкой. Издательство Истори совместно с издательством Bubble. Без преувеличения, это 400 страниц, посвященная, да, Якутии, якутской мифологии и якутскому городу, в котором мы все живем. Кто-то нет. Ну вот, может быть, для наших зрителей какой-нибудь сник-пик, как говорят. Мы делаем историю про социальные сети, которые исполняют желания. Джин из бутылки. Это будет наше исследование вообще вот людей, если бы такой джин существовал. Вот там, например, вообще история начинается с того, что сделали квадратную воду. Все-таки с юмором или с черным юмором? Нет, это достаточно веселая будет и легкая история. Я не очень люблю создавать черные истории. Это будет скорее весело, чем ужасно. Как бы это могло быть. Ну что ж, Жека, спасибо большое. Мы надеемся, что зрители, если кто не знал, узнают про вот эти замечательные книжки. Читайте наши комиксы. Спасибо. Да. Мне очень нравится сзади меня, как вы видите, движется костюм доступного жилья. Сейчас мы его догоним. Права купили, что ли? Стой, привет. Зомби в виде красной шапочки. Кто вы у нас, расскажите? Так, а это вот что такое? Это вата. Кто вы у нас? Я поехала в Америку, а там зомби-апокалипсис. А, они тебя съели. Ох уж это политика. Ходячая зона? Как вам там? Вам там жарко? Нет, нормально. Там вот у нее все есть, и коктейли, и чайник стоит. Вот прям самый настоящий лук. А он стреляет? А, подожди! Сколько времени на все это ушло? Да, у нас сделана куча приборов, а еще плюс ко всему у нас есть машина. На все ушло где-то 2 недели. 2 недели? Месяц. У меня, кстати, в подъезде вот такой вот тоже стоит. И у меня его отключают постоянно. Где пятачок?
остался дома. На следующем году Get Fresh придет. А что у вас за образ? Расскажите, пожалуйста. Кончик египетской пирамиды. А, кончик египетской пирамиды. Он дает богатство, здоровье или что еще? Да не, просто для красоты. Авраам Линкольн, охотник на вампиров из одноименного фильма Тимура Бекмамбетова. Так, вы у нас? Рейвен из DC. Меня зовут Канфут Ниндзя. Почему не Харли Квинн и кто у нас? И не Дэдпул? Я поддерживаю отечественного производителя. Нельзя было просто закосплеить Харли Квинн? Я герой Ангела Цигверт, Мерси из игры Overwatch. Доктор, я слежу с тем, чтобы никто не умер. А он злых лечит персонажей или вот только добрых? Там клятва Гиппократа же, надо лечить всех, или вот в твоей вот игре это не работает? Ну, кто в моей команде, все хорошие. Кто в другой команде, все плохие. Все, плохих не лечим, хороших лечим. Да. Вот такая вот клиника, друзья. Когда я занялась крафтом вообще со школы, в школе не было гикфеста, но зато в школе были новогодние елки. И была моя мама, которая всегда шила мне какие-то костюмы. Она не могла меня отправить на новогоднюю елку просто в костюме служить. Нет, это как-то слишком легко. Все началось именно тогда. Без костюма это неинтересно. Мне всегда хотелось примерить образ эльфа. И вдруг я решила, сошью себе костюм лесного эльфа. И с этого начался мой путь именно как косплеера. Я проводила очень много времени за изучением видео-туториалов от крутых косплееров, которые находятся за рубежом. Кому и косплей. Наша местная российская прекрасная девушка Наргой, Наташа Ферсакова. Я захлеб засматривалась их видео, пыталась понять и научиться всему тому, что они делают. Само производство костюмов, оно называется крафт. Из пластика, из линолеума, из папье-маше. Первый мой крафт, который был сделан в прошлом году, это все был линолеум. Вот этот костюм я уже решила заморочиться и приобрести очень модный, классный материал, с которым очень приятно работать. Называется термопластик. Суть работы с термопластиком – нагревание феном. Пластик плавится, и он становится мягким. Он принимает любую форму, какую ты ему только задашь. По-хорошему, надо работать с термопластиком, со строительным феном. А строительного фена у меня на тот момент не было, когда материал ко мне пришел только. И я использовала мамин фен, обыкновенный, для волос. Выкройки для него сделала в автокаде. Специальная программа для того, чтобы делать чертежи. Нашла фотографию такого пистолета, по картинке сделала чертеж, разложила все детальки, далее распечатала и вырезала уже их из материала. Мне интересно сделать сложный образ, именно сам процесс. Меня затягивает до такой степени, что я забываю про то, что мне надо спать, про то, что мне надо поесть, про то, что мне надо завтра на работу. Дурацкая реальная жизнь. Я руководствуюсь именно тем, чтобы я сама была похожа на этого персонажа. Смотрю на то, как у нас вообще сходятся какие-то взгляды на жизнь. Правда, вот с этим героем у нас ничего нет общего, кроме внешности. Да, я все сделала абсолютно сама, начиная от выкроек до светящихся этих диодов, до вот этого момента. Фестиваль только 3 года. Сами подумайте, что вы умели вообще в 3 года? Все учатся, косплееры в том числе. Если вспомнить мой первый образ, и то, что я сейчас, я тоже учусь, я тоже чему-то научилась. Сам фестиваль, конечно, дарит атмосферу праздника. Мне он дает возможность окунуться в свой любимый мир фэнтези. Эльфа, вот опять повторюсь, эльфа я выбрала именно потому, что я обожаю эту тематику, этот мир. И я бы, конечно, хотела бы быть, хотя бы на один день окунуться в этот мир, примерить на себя этот образ, потому что когда ты ходишь в костюме с ушами, и ты думаешь, что ты реально эльф, и все, и ты таким останешься навсегда. И к тому же это развивает все-таки человека творческое мышление и какие-то навыки, и просто радует глаз, когда ты вложил столько сил, времени, ты видишь результат, ты просто радуешься.
Якутский колледж инновационных технологий приглашает школьников 9 и 11 классов получить востребованные специальности: экономика и бухгалтерский учет, право и судебное администрирование, земельно-имущественные отношения, документационное обеспечение управления, сервис на транспорте и операционная деятельность в логистике. Якит. Будущее в твоих руках.